О самых заметных событиях вторника, 24 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Беда, откуда не ждали. На городской свалке в Якутске горит мусор, а в Ленске случился пожар в районе дач. Трудности перевозок. Во время ледохода попасть на тот берег дорого и проблематично, когда начнут ходить паромы. Успеть за 5 лет. Программу по замене лифтов завершают в Нерюнгри. Старшеклассники алданских школ отправились на краткосрочную службу. У ребят стартовали военно-полевые сборы. Сад памяти. Экоакция собрала волонтеров в Ленске. Озеленяли сквер Старожил. На городской свалке в Якутске по Вилюйскому тракту сегодня утром загорелся мусор. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Была угроза распространения огня на лесную зону. Тушили пожар работники лесничества, управы Сайсарского округа и компании «Жилкомсервис». Привлекли 12 единиц техники и 25 человек. Также боролись с огнем 2 расчета Центрального пункта пожарной связи регионального управления МЧС России. По поручению главы города Якутска Евгения Григорьева с подведомственных предприятий дополнительно задействована специализированная техника в виде 7 самосвалов, 3 погрузчиков, 1 бульдозера, 3 водовозной техники и 2 техники пожарной части. Помимо этого ведутся работы по определению источника и причины возгорания. Пожар в районе дачных участков произошел сегодня в Ленске. Загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на постройки. Способствовал быстрому распространению огня сильный ветер. Буквально на глазах огонь раскинулся на площадь в 3 гектара. Жилые дома удалось спасти, а вот хозпостройки у многих дачников пострадали. На месте происшествия работали пожарные расчеты, 10 единиц техники и 30 человек личного состава. Также привлекли 2 водовозные машины и тяжелую технику. Предварительно причиной пожара стал непотушенный окурок сигареты. Мне позвонила дочь, и я срочно прилетела сюда. Вот не ехала, а летела. Вот было сильное пламя. Вот, все задымленно было. Вот, видно, как горели дачи. Вот, мы переживали, что здесь рядышком наша дача. Вот, приехали машины, стали тушить. Ну, уже затушили, но все равно вот ветер, сильный ветер, из-за сильного ветра вот все горит, все дымится. Вот, и дышать тяжело, и глаза разъедает. Обстановка на реках Якутии развивается в соответствии с прогнозами, сообщает Главное управление МЧС России по Якутии. Ледоход на реке Лени наблюдают у Якутска, Намского и Кобяйского районов. У поселка Сангары уровень воды 896 сантиметров, при критическом 1150. У поселка Кангаласы вода превышает критическую отметку на 61 сантиметр. У села Идейцы на 121 сантиметр. У села Градский берег на 27 сантиметров. В результате затора на реке Лени подтоплено 128 придомовых территорий, в том числе 65 жилых домов. В них проживает почти 500 человек. В ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровней воды, а 29-30 мая вскрытие реки у поселка Жиганск. В период активного ледохода переправа пассажиров и грузов из Якутска в Нижний Бестяк затруднена. По реке пассажиров переправляют на аэроботах. За день таким способом переправляется около 30 человек. Второй вариант – вертолет. Цена перевозки одного пассажира – 5100 рублей. Основная же часть пассажиров и грузов ждет открытия паромной переправы. Когда это произойдет, узнавал Александр Хавренко. Навигация на реке Лени начнется сразу же вслед за ледоходом. Суда уже курсируют на отрезках от порта Осетрова до Алекминска, а судоводители Якутска ждут, когда пройдет активная фаза ледохода в окрестностях столицы. Навигацию 2022 мы начинаем. В принципе, теплоходы готовы и готовятся нормативные документы и сдачи комиссии. По ситуации на реке мы отслеживаем каждый день, и на данный момент еще фаза ледохода не окончена. Поэтому мы ждем, когда река очистится, будем начинать навигацию. Сейчас в речном порту Якутска находится 4 парома. Такое же количество стоит у причала в Нижнем Бестяхе. С начала навигации все они распределяются по переправам, которые, кстати сказать, пока находятся в потопленном состоянии.
на сегодня ввиду того, что есть затор маленький и повышение уровня воды в районе Нижней Бастяха, Якутска, у нас действительно есть ограничения. Даже у нас причал, пассажирский причал, можно сказать, отрезан на сегодняшний день. В принципе, у нас причальные сооружения в ближайшее время после проведения взрывных работ и так далее, спада уровня воды должны освободиться, и мы должны причальные сооружения паромных переправ в том числе должны подготовить и дальше ввести к эксплуатации. Последним открытым вопросом на сегодняшний день являются тарифы. ООО «Лентранс» подготовил тарифное предложение, которое должно пройти согласование в Госкомцен. И к отправке первого парома расценки на перевозки уже будут утверждены. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Владимир Путин поручил до 1 августа утвердить план развития Севморпути. Должен быть утвержден план развития Северного морского пути на период до 1935 года. Об этом говорится в поручении президента. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее на совещании по вопросам развития арктической зоны президент обратился к членам правительства с требованием учесть в этом плане ряд задач. Четко обозначить перспективный грузопоток по Северному морскому пути, указав конкретные инвестиционные проекты, обязательства грузоотправителей по объемам, а также размер и номенклатуру необходимого ледокольного флота. Проект «Микрополис. Территория будущего» реализуют в Горном районе. Документ подписан между правительством республики, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, учреждением «Индустрия будущего» и представителями УЛУСа. Какое развитие получит Горный район, знает Сарглан Неустроева. Новый микрополис будет отстроен на месте села Магарас. Сегодня там проживает 1086 человек. Главная цель – увеличить население пункта в 9,5 раз и привлечь к жизни в селе горожанина. В свою очередь проект предлагает комфорт, безопасность, натуральные продукты питания и самодостаточную локальную экономику. Все должно быть увязано. Комфортная жизнь человека, его трудоустройство, возможность самореализации. И, конечно, как такой знаковый элемент – это туристическая привлекательность. То, чтобы из других регионов, из других стран люди могли испытывать интерес к данному объекту, к данной территории. Предпосылками возникновения проекта стала стратегическая инициатива «Новая модель села», которая направлена на перезагрузку сельского уклада жизни. Весьма актуально, учитывая, что как раз-таки городов в Якутии меньшинство. А главной движущей силой проекта станет использование механизма дальневосточного гектара. Эта программа уже зарекомендовала себя как по-настоящему действенный способ переселить людей на частные территории. Мы видим на примере, в том числе этого проекта, что это не только земельный участок, возможность его получить безвозмездно и такой капитал для людей, для сообщества людей, но это и довольно серьезный вызов. Он требует серьезных инвестиций, временных ресурсов, своего усилия в освоении. Поэтому мы здесь верим в инициаторов, будем поддерживать как корпорация развития Дальнего Востока. Сроки реализации проекта до 2035 года. Всего 13 лет на переформатирование целого устроя деревенской жизни, создание новой инфраструктуры, объектов и многого другого. Звучит нереально, но уже сегодня создана инициативная группа. Первый этап реализации микрополиса стартовал. На данном этапе 24 заявителя, они будут подписывать договора на получение безвозмездного пользования земельных участков для строительства жилых домов. И параллельно мы сейчас уже ведем работу по запуску таких агропроектов, фермерских проектов по скороспелке. Также по турпроекту ведется работа. Собственно, мы по тому плану, который мы определили, уже ведем работу. Пока говорить о том, получится ли построить микрополис таким, каким он должен быть, современным и функциональным, рано. Однако успешная реализация проекта гарантирует внедрение программы уже на других территориях, не только республики, но и всего Дальнего Востока. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. 150 миллионов рублей предусмотрено для поддержки малоимущих граждан по программе соцгазификации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Сахатранснефтегаза. В Якутии на этот год предусмотрено 150 миллионов рублей для поддержки малоимущих граждан на догазификацию домов. Это существенно больше, чем в предыдущие годы. Общее количество малоимущих семей может составить свыше 1000, отметил руководитель компании Алексей Колодезников.
Отмечается, что по программе изначально было предусмотрено 70 миллионов, но благодаря решению главы региона Исана Николаева добавлено еще 80 миллионов. В Намском районе под программу догазификации в этом году попадают 95 малоимущих семей, в Горном районе 148, а в Кобяйском – 16. Программу по замене лифтов завершают в Нерюнгри. Из более чем 260 лифтов в этом году подлежат замене оставшиеся 32. Как стало возможным за 5 лет решить проблему, расскажет Ирина Кичигина. Когда вышел федеральный закон о техническом регламенте, стало понятно, что к 2020 году все лифты, которые работают более 25 лет, будут выведены из эксплуатации Ростехнадзором. Вопрос поднимался на всех уровнях – председателя правительства, профильных министерств и главы республики. В 2016 году понимание было найдено, и по поручению президента республики Нерюнгри вошел в пилотный проект по ускоренной программе замены лифтов. За период с 2017 по 2019 годы заменили первые 139 лифтов. Но тем не менее мы понимали, что проблема существует, хоть были некоторые поблажки, закон начали немножко переносить сроки его введения. Начиная уже с 2019 года мы внесли изменения в программу капитального ремонта, и остальные лифты были заменены уже по программе капитального ремонта Республики Саха-Якутия, с учетом софинансирования и муниципального, и республиканского, и финансирования фонда капитального ремонта. Одним из первых, кто попал в программу, стало товарищество собственников жилья «Дома 6» по проспекту Ленина. Это самый большой многоквартирный дом в городе. На тот момент на счете товарищества была определенная сумма, но самостоятельно потянуть расходы, чтобы выполнить замену во всем доме, точно не получилось бы. За такие деньги, я помню, там чуть меньше 2 миллионов получалось, ну или 2. Сейчас, я насколько знаю, уже лифт стоит 3 с лишним миллиона. То есть казалось тогда он и так большие деньги, а тут сейчас еще больше. То есть мы бы, если бы просто накапливали, вот эти сейчас накопления делали бы в течение 5 лет и планировали бы менять бы еще, мы бы постоянно гнались бы за этой инфляцией, сейчас бы до 3 миллионов бы. Мы бы только, наверное, половину лифтов успели поменять. Для того, чтобы реализовать всю программу, было задействовано порядка 400 миллионов рублей. И если бы не поддержка руководства республики, расходы в сумме около 50 тысяч рублей легли бы на самих жильцов. Но совместными усилиями проблема была решена, и тем самым качество жизни жителей многоэтажек повысилось без дополнительных затрат горожан. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Идем далее. День славянской письменности и культуры отмечают во всех библиотеках Ленского района. Можно ознакомиться с выставкой книг в читальном зале Центральной библиотеки. Там собраны как тематические русские народные произведения, так и научная литература. Книги об истории традиций, религии и возникновении фольклора на Руси. Во всех библиотеках Ленского района с 20 по 25 мая оформлены книжные выставки, посвященные Дню славянской письменности, Кириллу и Мефодию. Также будут проходить квесты, конкурсные программы, посвященные этому же, познавательные часы, литературные квесты. Для школьников Ленского района детская библиотека подготовила познавательную игровую программу «В гостях у сказки». А в детском секторе Пеледуйской библиотеки пройдет акция «Напиши свое имя кириллицей». Просим всех принять участие. В первый день выставки библиотеку посетило много ленчан. Они с интересом рассматривали предложенную литературу, а после обсуждали прочитанное с библиотекарем. В основном, конечно, интерес вызвало мероприятие у людей старшего возраста, но и они признались, что открыли для себя много нового. День славянской письменности отметили и в Якутске. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах славят просветителей Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность. Наш регион не стал исключением. Так, в Русском театре имени Пушкина провели торжественное мероприятие. Вначале вручили премии главы Якутии в области сохранения и изучения родных языков за вклад в развитие славянской письменности и культуры. Награду удостоилась заведующая кафедрой русского языка филфака СВФУ Марфа Тарабукина. Во второй части показали литературный спектакль под названием «Весна души». Литературный спектакль «Весна души», который как раз стоит в основе русских классиков. Это такой апофеоз русской письменности, мы ее назвали. Я думаю, что это будет как никогда актуально, чтобы зритель проникся русской литературой, русским словом. Да, я думаю, что это станет хорошей традицией, и мы не будем отклоняться от нее, что
24 июня зритель мог прийти и послушать русское слово, которым мы так гордимся. Старшеклассники алданских школ отправились на краткосрочную службу. У ребят начались военно-полевые сборы. Освоение приемов самообороны, сдача нормативов и огневая подготовка. Да призывные учения вовсе не просты. В солдатские будни погрузилась Татьяна Вахнина. Спортивный комплекс «Металлург» превратился в военную часть. Солдатами стали школьники. У десятиклассников в разгаре традиционные военно-полевые сборы. 5 дней непрерывной воинской практики и полевых учений. Сборы 2022-го, отмечают командиры, отличаются от подготовки прошлых лет. Плохой погодой. Занятия в здании, в помещении, потому что весна запоздала, и поэтому заниматься будем в основном только вот. Сейчас вот первый день маленько, точнее начало первого дня маленько чуть-чуть успели захватить, позаниматься на улице. Сейчас зайдем в помещение и, по-моему, всю неделю дожди. Но нас это не напугает. В полевых условиях, как в армии, ребята отрабатывают приемы и броски, пробегают кросс и оттачивают меткость стрельбы. Основной целью сборов является подготовка к службе в рядах вооруженных сил профессионально и морально. Да нет, в принципе, физически на нагрузки поступают по мере, все выдерживают, все хорошо. Главное то, что те, кто физически не подготовлены, выходят из строя, у них какие-то проблемы начинаются. А так все, в принципе, хорошо. Физическая подготовка, знакомство с приемами самообороны и просмотр учебно-методических фильмов. Начальная военная подготовка предусматривает множество направлений. Впрочем, ребятам служба кажется чересчур краткосрочной. Если смотреть как 5 дней, то слишком мало, чтобы показать военную службу и что там делают. Военно-полевые учения длятся с утра до вечера. Вместе с юношами в солдатские будни погрузились девушки. На поблажки и послабления представительницы прекрасного пола совсем не рассчитывают. Я стараюсь держать темп, вместе с ними наравне держаться. Я хочу, в принципе, испытать себя на прочность. Сама захотела. Пользу тренировки силы и выдержки, по мнению юных защитников Родины, переоценить невозможно. В рамках полевых сборов часть занятий будет проведена на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Также в День славянской письменности и культуры Северо-Восточный федеральный университет презентовал фильм-реконструкцию по роману российского писателя Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». «Осажденная крепость» — именно так назвал фильм коллектив филфака, который работал над проектом. В картине показана видеореконструкция эпизодов книги, созданная силами студентов. Сюжет фильма строится на документальных источниках, рассказывает о героических событиях гражданской войны в местности Сосыл-Сысы Амгинского района. В главных ролях снимались студенты университета. Так генерал Анатолия Пепеляева сыграл студент Андрей Высоцкий. Самый запоминающийся момент для меня, почти не связанный, собственно, со съемками. Во время последнего съемочного дня мы готовились, выезжали на место, и я там должен был по сценарию ехать на коне. И меня посадили на коня, ничего не объяснили почти. И было зимнее утро, такое весеннее стужа, тишина, спокойствие. И вот я посреди якутского леса ехал на коне. Это было очень поэтично. Замечательный, прекрасный опыт. Я, если честно, не ожидал таких масштабов. Я думал, это ограничится каким-то таким проектом, более скромным, чисто факультета нашего. Однако вот я вижу все это действие, и, конечно, это приятно. Эко-акция «Сад памяти» прошла в Ленске. Молодежные организации и волонтерские движения озеленяли сквер «Старожил». Экологическую акцию Центр доп. Образования и Комитет по молодежной и семейной политике провели впервые. В посадке деревьев приняла участие наш корреспондент Анна Кожевникова. В Ленске вырос сад памяти в сквере «Старожил». Такую эко-акцию по озеленению провели Центр доп. Образования СРГ и Комитет по семейной и молодежной политике. Участие в ней приняла молодежь из различных организаций и волонтерских движений Ленска. Эту акцию мы проводим впервые. Участники у нас здесь волонтерские движения. Это Ленский технологический техникум волонтеры, также волонтеры Лучи Ленска, волонтеры школы 8-го вида. И также у нас принимала участие молодежная администрация города Ленска.
Высадили более 20 саженцев таких деревьев, как сосна, береза, акация и даже елочки. Потрудились на славу. Прежде чем приступить к озеленению, провели субботник на территории сквера. Ну, сначала мы убрали здесь, всю траву убрали, мусор, очень много мусора было. И после этого сейчас уже саженцы привезли и уже начали садить, уже заканчиваем. А некоторые уже не первый раз. Нас уже много, тут 10 человек вроде. Точно не скажу, но нас много, да. И техника. Технику для перевозки саженцев, как и рабочие руки, предоставила одна из ведущих компаний недропользователей «Ленска». Много среди участников и новичков. Для кого-то этот экопроект, возможно, станет стартом добрых дел. Для некоторых сегодняшняя акция имеет более глубокий смысл, нежели ее традиционная трактовка. Я первый раз принимаю участие в такой акции. Я посадил сегодня 3 дерева. Ну вот через 20 лет привезу сюда своего сына. Покажу ему, что я посадил. Как ты считаешь, нужны ли такие акции? Надо ли принимать в них участие? Ну да. Чем больше садим, чем больше кислорода. Вот так, с заделом на будущее, в пример последующим поколениям и в память о прошлых заслугах наших предков, заботясь о красоте города и здоровье сегодняшних жителей, молодые люди внесли свой вклад в благоустройство Ленска. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. И последнее. В Хангаласском районе, в селе Еланка, в конце мая можно наблюдать завораживающее явление – уникальный водопад. Талые воды стекают каскадом со скал, образуя бурлящий водопад. Он активен совсем недолго, только в период таяния снега. Чтобы увидеть водопад в сказочном лесу, именно так называют эту местность жители Еланки, надо пройти ряд испытаний. Некоторые отдыхающие сравнивают этот отдых отчасти со спортивным ориентированием, где нужно пройти сложный маршрут с компасом и картой. Добраться до водопада непросто. Нужно пройти 300 метров в гору, где внизу бурлит вода, и пройтись по экстремальной тропинке. В Хангаласском районе, в селе Еланка, в конце мая можно наблюдать завораживающее явление. Талые воды стекают каскадом со скал, образуя бурлящий водопад. Он активен совсем недолго, только в период таяния снега. Поэтому в это время, в конце мая, на высоте 300 метров не протолкнутся очереди из туристов. На Еланке есть замечательные места, но есть еще одно удивительное место – это водопад. Расскажите, пожалуйста, про этот водопад. Водопад начинается где-то 7 по 20, 7 по 25 идет водопад. Это талые воды, снег тает раз в год только. То есть, получается, сама природа делает создает этот водопад, и он, к сожалению, у него короткий век, да? Да, очень короткий. И люди успевают, вообще автобусом приезжают, на турбазах приезжают, отдыхают, смотрят. Жители отмечают, этот природный водопад – источник энергии. Мощные потоки воды образуют водяную пыль. Растения насыщают ее фитонцидами. Воздух вблизи водопадов считается полезным для организма человека. Поэтому природа здесь особая. Летом здесь очень красиво. Недаром этот лес местно нарекли сказочным лесом. Сложный маршрут и подъем в гору только добавляют экстремалам силы. И в конце их ждет сказочное вознаграждение. Ну что, как ваши впечатления от водопада? Вообще супер. Это в нашей Якутии, оказывается, есть такие места, такие красивые. Скалы у нас, да, природа, прям вообще. Даже, как говорится, это Абхазия 2. Фотографии на фоне шумного водопада – главный тренд этого сезона. Чтобы поймать лучший кадр, нужно набраться терпения, дойти, простоять в очереди и немного намокнуть. Посещение сказочного леса с водопадом входит в обязательную программу отдыхающих. Водопады всегда приковывали внимание людей, будоражили их воображение. Поэтому посещение этого природного объекта в селе Еланка принесет не только эстетическое удовольствие, но и пользу для здоровья. Ну что, Полина, Катя, как вам выходные на Еланке? Отлично. Мне кажется, Еланка открывает для нас с каждым разом все новые и новые, крутые, классные, сказочные места. Вот, к примеру, сегодня мы могли наблюдать водопад, и буквально через несколько дней его уже не будет, и мы его застали. Нам так повезло. Кстати, Полина, поделись ощущениями. Ты
как всегда, испытываешь все на себе. Ты забралась вон туда, на эту скалу и сделала отличное фото, селфи. Как там? Там мокро, но там очень красиво, это необычное ощущение. Во-первых, когда ты стоишь перед этим водопадом и восхищаешься этой красотой, это одно, но когда ты стоишь за ним, ты как будто бы становишься частью этой дикой и прекрасной природы. Частью водопада. Да, просто счастье водопада. И, друзья, мы находимся в волшебном сказочном лесу, как ласково называют жители Еланки, вот эту местность. И вы знаете, я всем желаю, всем рекомендую, зрители наши, обязательно посетите эти места, загадывайте желания и увидите своими глазами всю эту красоту. Отдыхайте в Якутии, у нас есть классные места. Приезжайте на выходные с семьей, с родными, с друзьями. Отмечайте праздники, день рождения, свадьбы. И просто отдыхайте на Еланке. До новых встреч, Еланка. Мы еще приедем. До новых встреч. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.